Для меня большая честь и высокая ответственность находиться здесь и работать на благо Южной Осетии. Ее народа, который за всю свою историю проходит тяжелейшие испытания, но сумел сохранить самое главное – свое достоинство, свою культуру, свою землю и свою верность Отечеству. Я с детства слышал от родителей, что в Южной Осетии живут трудолюбивые и честные люди. Сегодня я еще раз убеждаюсь в этом, встречаясь с жителями республики. Прежде чем говорить о проектах и планах, хочу сказать о главном. Мы обязательно вместе должны выстроить критерии, по которым депутаты парламента и жители республики будут оценивать работу правительства. Но мне кажется, есть показатель, который объективнее всех оценок, это количество людей, которые связывают свое будущее с республикой. Это количество людей, которые связывают свое будущее. Потому что устойчивое развитие начинается не с отчетов о проделанной работе, оно начинается с уверенности человека в своем будущем. 30 лет назад в республике проживало около 100 тысяч человек. Сегодня в Южной Осетии проживает 50 тысяч человек. На самом деле меньше, мы все это знаем. Вдумайтесь в эту цифру. За жизнь одного поколения Южная Осетия, скажем, потеряла почти половину своего населения. Мне кажется, для нас это главный вызов. Ни один экономический показатель не говорит о состоянии государства так честно, как эта статистика. Потому что экономика без людей не работает, школы без детей не нужны, села без жителей исчезают. Слабые пустеющие территории всегда становятся объектом чужих интересов. А Южная Осетия заплатила слишком высокую цену за свою независимость. Поэтому каждое решение правительства должно отвечать на простой вопрос, какие новые возможности оно создает для жителей Осетии. Именно по этому критерию предлагаю нам всем оценивать результаты работы правительства. Я начну с образования. Образование – это безусловный приоритет в деятельности правительства, потому что именно в школах, детских садах, училищах, в университете формируется будущее страны. У нас порядка 80 образовательных организаций, в которых работает более 20% занятого населения. И обучается в них 14 тысяч ребят. Они наше будущее, от них зависит, какой будет Южная Осетия через десятилетия. Учитывая мой опыт работы в системе образования, уверен, что мы сможем обеспечить современное и качественное образование на всех уровнях, чтобы родители были уверены в будущем своих детей, а талантливая молодежь получала возможность для самореализации и желательно на своей земле. Уже есть предварительные договоренности с ведущими вузами страны и научными организациями. Отдельно хочу сказать про здравоохранение. Это одна из самых чувствительных сфер и один из главных запросов общества. Для Южной Осетии это должно стать стратегическим направлением развития, и у нас для этого есть серьезные преимущества. Сегодня многие талантливые выходцы из Осетии работают в ведущих медицинских центрах России и зарубежья. Это специалисты высокого уровня, и многие из них готовы работать с республикой, делиться своими знаниями, опытом и профессиональными связями. Также необходимо решение вопроса лекарственного обеспечения, чем мы уже начинаем заниматься. В самое ближайшее время будет разработана стратегия развития здравоохранения республики на предстоящий период. Экономика. Безусловно, приоритетными направлениями для устраивания собственной устойчивой экономики должны стать аграрный сектор и, в первую очередь, глубокая переработка. Развитие малого и среднего предпринимательства. Отдельное внимание необходимо уделить цифровой экономике и
сектором. Именно современные технологии способны создавать для молодых специалистов возможности для работы на глобальном рынке без необходимости покидать Родину. Энергетика – один из ключевых вопросов, требующих быстрых и долгосрочных решений. Также безопасность на границе не утрачивает актуальность. Жители Южной Осетии должны чувствовать не только защищенность, но и удобство перемещения. Мы об этом много говорили в последние дни. Сейчас ситуация на таможне никак не способствует этому. Эти вопросы я обсуждал на полях Петербургского экономического форума с руководителями российских министерств и ведомств. Считаю эту задачу приоритетной для всех нас. Говоря о будущем страны, нельзя ограничиться только экономикой и социальной сферой. Южная Осетия должна оставаться местом, где сохраняется осетинский язык, национальные традиции и историческая память. Уважаемые депутаты, я убежден, что в Осетии есть все необходимое для развития. Талантливые люди, сильный характер, огромный внутренний потенциал и поддержка России. Особо хочу подчеркнуть роль России в судьбе Южной Осетии. Нас связывает общая историческая память и общая ответственность за будущее. Именно благодаря решительным действиям России был обеспечен мир и безопасность нашего народа в самый сложный период. Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, жители Южной Осетии вместе с гражданами России плечом к плечу участвуют в специальной военной операции. Регулярно общаюсь я с участниками СВО и их семьями. Знаю, через какие испытания им приходится проходить. Наши парни проявляют мужество и стойкость, верность воинскому долгу. И лучшей благодарностью для них станет сильная, развивающаяся Осетия, в которой хочется жить и куда хочется вернуться. Именно над этим должно работать правительство. Уважаемые коллеги, помешать развитию Осетии может только одно – это внутренняя разобщенность. У нас нет лишних людей. Враги – это не те, кто спорит с властью. Враги – это те, кто пытается разделить наш народ на своих и чужих, на кударцев, геронцев, егорцев, на правильных и неправильных. Нам нужно объединиться. С депутатами сколько раз встречались, мы говорили именно об этом. И, как мне кажется, было понимание. Я готов работать с каждым депутатом, работником исполнительной власти, общественным деятелем. У нас общая цель. И общая цель – это сильная развивающаяся республика. Благодарю вас за доверие и поддержку. И в завершении своего выступления хочу еще раз вернуться к главному. За прошедшие годы Южная Осетия потеряла почти половину своего населения. И если через 10 лет в Осетии станет больше семей, больше детей, больше молодых специалистов, которые захотят жить и работать на родной земле, значит, мы все сделали правильно. А если нет, никакие отчеты не смогут нас оправдать. Наши предки сохранили эту землю в самые тяжелые времена. Теперь наша задача сохранить на этой земле людей и сделать так, чтобы они строили свое будущее в Осетии. Благодарю за внимание, что можно. Осетия потеряла почти половину своего населения. И если через 10 лет в Осетии станет больше семей, больше детей, больше молодых специалистов, которые захотят жить и работать на родной земле, значит, мы все сделали правильно. А если нет, никакие отчеты не смогут нас оправдать. Наши предки сохранили эту землю в самые тяжелые времена. Теперь наша задача сохранить на этой земле людей и сделать так, чтобы они строили